Лакцы – это один из коренных народов Северного Кавказа. Проживают они в основном в Дагестане в Лакском, Кулинском и Новолакском районах. По данным переписи населения на 2010 год, их численность в России составляет около 176 тысяч человек. Еще несколько тысяч проживают за ее пределами. До сих пор точно неизвестно, откуда берут начало лакцы. Одни считают, что они пришли из Ирана, другие думают, что они потомки кавказских албанцев, третьи считают, что их корни уходят в долины Тигра и Ефрата. Но многие ученые сходятся во мнении, что они являются потомками древнего народа легов, проживавших на территории Кавказской Албании. Столицей Лакии испокон веков является Казикумух, великая крепость, пережившая на своем веку завоевание арабскими полководцами, нашествие полчищ Чингисхана и Тамерлана, а также разрушительную войну с иранским завоевателем Надир-Шахом. Казикумух являлся одним из опорных центров распространения ислама на Северном Кавказе. В конце VIII века для управления народом арабы назначили в Кумухе своего ставленника Шахбаала ибн Абдуллу. К этому же времени относится мечеть, возведенная арабскими завоевателями в 777 году и сохранившаяся до сих пор, а также приставка «Гази» к названию, которое означало «воители за веру». Все это привело в будущем к созданию нового образования Казикумухского шамхальства. Оправившись от набегов Чингисхана, Казикумухское шамхальство в конце XIV века претерпевает вторжение Тамерлана. Полчища Тимура разрушили до основания Кули и дошли до Кумуха. С этим моментом связано появление яркой героини лакского эпоса Парту Патимы, девушки, которая на равных с мужчинами сражалась против войск Тамерлана. После монгольских нашествий Казикумух развивается быстрыми темпами. Шамхалы распространяют свою власть на большие территории горного Дагестана и начинают осваиваться на равнинах. И вскоре образовывается Казикумухское ханство. Первым казикумухским ханом был провозглашен Сурхай-хан I. Сурхай-хан – выдающийся политический деятель и талантливый военачальник. Искусно сочетая дипломатические шаги и военные походы, сумел расширить территорию Казикумухского ханства, границы которого от самого Казикумуха до реки Куры охватывали значительную часть Южного Дагестана и Ширвана. Сурхай-хан I и его сыновья Мухаммед-хан и Муртаза-Али вошли в историю Кавказа как руководители национально-освободительного движения народов Дагестана и Ширвана против иранского завоевателя Надир-Шаха. Под командованием хана Муртаза-Али дагестанская армия одержала верх над командованием Надир-Шаха. Сам военачальник пал в бою, героически сражаясь за свой народ. В 2011 году при въезде в Казикумух открыли памятник великому полководцу хану Муртаза-Али и его храброму войску. Дальнейшая история Лакии непосредственно связана с российской. Во времена Кавказской войны имам Шамиль всячески пытался склонить Кумух на свою сторону, но российская сторона всячески препятствовала этому. Учителем Шамиля был шейх Джамалуддин Казикумухский, дагестанский духовный и общественный деятель, автор книг по учению тариката. Годы Великой Отечественной войны показали мужество и героизм солдат лакцев. Почти 5000 представителей лакского народа отдали свою жизнь на фронтах войны, а по количеству героев на душу лакского народа они находятся на первом месте. Хоть и мал наш народ, но геройства у него не занимать. Грудь выдающегося летчика Ахмедхана Султана украшали 2 звезды Героя Советского Союза. Сражались лакцы против фашизма и за пределами Советского Союза. Боевыми орденами Французской Республики награжден Кушаев Гусейн, Итальянской Республики Камалов Гасан, Высшим орденом Польши награжден Акаев Сунгур. Героями Советского Союза признаны также Буганов Гаджи, Устаров Рамазан, Маккаев Цахай, Сулейманов Ризван и Сулейманов Якуб. Мы лакцы, народ, возвеличенный посредством ислама и достигший своего пика именно в расцвет исламской цивилизации. Сегодня нельзя сказать, что лакский народ в хорошем положении. Мы забыли язык отцов,
традиции, разбросаны по миру и ассимилируемся с каждым днем. Наша молодежь не согласна с существующим положением дел и считает, что у народа с великой историей должно быть такое же великое будущее. Московское молодежное объединение «Лакцев Лакия» – это молодая организация, созданная в 2015 году на добровольных началах лакской молодежи города Москвы в целях изучения родного языка, истории, обычаев, традиций и культуры, а также для удовлетворения культурно-просветительских запросов москвичей и организации досуга молодежи.